Когда вечная мерзлота начинает оттаивать, а реки Лена и Индигирка сбрасывают ледяные оковы, в Якутии наступает время великого обновления. В отличие от календарной зимы, началом года для народа Саха считается день летнего солнцестояния. С древних времен существует обычай встречать лето праздником Эсэх. Эсэх – самый настоящий инородный праздник, символ обновления, изобилия, единения с природой, символ победы над долгой полярной ночью. Празднуем лето Эсэх в районном центре. Рады увидеть знакомых летних батюшках. Что там? Хорошее настроение. Настроение, да, хорошее. Здравствуйте, с праздником. Спасибо, и вас тоже с праздником. Как настроение? Настроение прекрасное. Мы от детского центра «Пегас» организуем свою площадку, детскую площадку, которая посвящена интерактивной игре путешествия по Якутии, а также поговорим по-якутски. Будем учить небольшие четверостишья. Так что готовимся к событию масштабному, поселковому. И всем желаем хорошего настроения, позитива и всего самого наилучшего. Праздничное настроение хорошее, добрый праздник очень. Всегда люблю ходить на него, на этот праздник. Сегодня даже с работы отпросилась, пришла. Сын у меня танцует в золотинке последний раз, поэтому я не могла сегодня не прийти. Но вообще погода хорошая, настроение отличное. Праздник замечательный. Всем добра, здоровья, мира. Главное, мирного неба над головой. В основе Эсэха лежит культ солнца и обновление природы. Для якутов это не просто переход из зимы в лето. Это рождение нового времени, когда божество Аи спускается на землю, чтобы благословить людей на благополучие. В этот день каждый ритуал, каждое слово имеет особую силу. Именно поэтому праздник начинается с торжественного благословения Алгыс. Эдим дарбар котун. Будой дегай лассы колен. Будой бин саддатяхты. Алгыстылы түйәряхты. Yüz kemi bulan tuttu. Үтке тақтар күлден сәлген. Үйіңі күңе. Өлгейдіғ. Кен қаллан бұдойдық салдың. Ал болың майыңғыныңды. Үрін қарақтағы тұйманы кір жақсты. Ектап көрді. Büyüğü kümültüğü günay kallan, salgını diyor yapın. Bu da ödüğü çitiye prensi gibi yapıyor. Doğuz kallana yıgıta. Ortada düğünün en kırın. Kıyas vakları, yüz kime bulanlar. Vattana düğünler, al götüyor yapın. Vattan kutağı vattan matını, yüz kime bulan. Bıraktan ötü bastı. Aymanlar ayman. Gülenmeçiliydi. Küskün. Yüz vatılık var. Olur kakırsa para küskün olur. Bu da üdüge ötümü çattar var. Soğuk teller yaptı. Oluklarını tut sarıldı. Ünkülerin küskün bırak. Üngületem. Küskeme bol tuttu. Ayı giyiler ders oldu. Üngüler de ayı gözümesini. Yüz sene ağrıdığını ettirdi. Ünkilere saldırmaklar. Ayı giyine perkürsetler. Okul tutsadır. Vatana tüğün olara yıkıldır. Gen görülerler. Ayı yanılır. Dırmanı kırdastı. Ateş kıtının önü kubuda kıtını ıttan dayanır. Yüz keme bolunu kırdı.
Ystana dolkut. Ikin. Tavasiyelinen tutan. Ayudum seperi. Budayduga kultavatattar yapın. Olokton tupsar yapar. Budayduga. Duyata bakın. Gülen miçiliydi. Büyüğünü günge. Budayduga kalın. Uruydan ayhaldan tuttan. Uruy ayhal. Uruy ayhal. Uruy ayhal. Мы созрел из молока величия победителей, преподносим дорогим гостям, преподносим за здравие, преподносим, вознося славу, благословением приготовленным, никем не отведанным, спитку мы благоуханно, пенистый, белоснежный. В этот день все от мала до велика надевают свои лучшие одежды. И это не просто дань моде, это дань уважения духам предков. Женщины дополняют свой наряд серебряными украшениями. Украшения звенят в такт их движением, отпугивая злых духов. С дочкой Евой мы пришли специально, в садик не пошла, специально, чтобы она увидела, она первый раз участвует в таком большом празднике, поэтому я ее привела, чтобы она увидела, как здесь все происходит, обычаи знала наших предков, и как бы придерживалась их. Все-таки наш национальный праздник единства, лета, тепла. Ну вот сегодня здесь все собрались, будем отмечать национальный праздник ИСЭХ. Все вместе будем кушать национальные блюда, будем играть национальные игры. Пришли мы с детьми, сейчас вот с друзей встретимся и будем праздновать и отмечать национальный праздник ИСЭХ. Это у нас уже второй год подряд в Оснере, да, получается. Мы очень рады такому событию. Чего только нет на праздничном столе. Считается, чем обильнее угощение, тем щедрее будет год. И у хозяев праздника, и у гостей прекрасное настроение. Ну, с праздником, конечно, праздничный настрой. Весело, хорошо. Национальный праздник, традиции, детям, вот поколение, учимся, передаем. Вы вдвоем или жена? Нет, у нас вся семья здесь, все, ну, где-то ходят. Жена тут выступает там, где-то там, на вступление будет. Вообще, с какими надеждами встречаете лето? Ну, надежда на светлое будущее такое. Всегда, каждый год. Хорошо перезимовали? Да, очень хорошо. Природа с нас балует. Вот даже вот сегодня, вроде бы с утра облачко было, а солнечно уже для людей. С очень веселым настроением я пришел на этот праздник. Это чудесный праздник. Хорошо, что его каждый год празднуем. ИСЭХ – это народный праздник единства народов, день летнего солнцестояния. Я очень долго живу здесь, в Якутии, уже больше 40 лет. И в последнее время вот начал потихонечку втягиваться в все эти мероприятия. Я представитель Молдовы, чистокровный молдаван. Вот. И мне очень приятно быть здесь, находиться. Я, как и многие другие, вношу свою маленькую лепту, свой вклад в этот большой праздник. Я пою песню на молдавском языке. Вот. И очень рад, что это действие, это не прекращается, что люди все собираются, чтобы жить, творить и радоваться жизни.
Čidelinoje vinovat, Čečina Ukrajina. Eu numai cu tine am avut clipi senire, te rog să vii de tot. Eu fără tine nu mai pot, numai cu tine am avut clipi senire, te rog să vii de tot. Eu fără tine nu mai pot, eu numai cu tine am avut clipi senine, te rog să vii de tot. Eu fără tine nu mai pot. Eu sper că limba are rost, să face limba care-a fost, când se vecini. Аймиконский район многонационален. Здесь в Содружестве живут и работают люди более 50 народностей и национальностей. Все праздники проходят в атмосфере тепла и единения. Сегодня в программе тоже много мероприятий, отражающих единство жителей полюса холода. С другими озерами он не сравним. Моя земля стоит несокрушимо. Она учит верности слову с давних пор, ценит дружбу и клинки. Дагестан, земля родная. Разные, но мы вместе. И от поколения к поколению земля наша. Крепись, Россия, сколь твердый. Сегодня такое радостное событие, сегодня праздник Исаак. У нас в Бурятии тоже празднуется такой же праздник, называется Сурхарбан. И мы всей семьей решили принять участие в этом празднике, показать себя, свою семью, рассказать вообще наши бурятские традиции. В чем выражается наше участие? Что будет? Ну, мы принимаем как участники, будем проходить конкурсы, там 4 конкурса будет. Надо будет показать свою семью, самобытность, традиции, также показать вкусные традиции нашей семьи. В том, что семья бережет и хранит свои традиции, мы убедились, посмотрев конкурс семей. Расцвело древо славное, род Разумовых. Мы сможем все. Мы ведь семья. 4 рожка. Они символизируют наших 4 детей. Золотинка. Каждая семья смело может считать себя лучшей, но конкурс есть конкурс, и слава победившим. Семья Разумовых победила в конкурсе 1-е место. Поздравляем, вручаем диплом и сертификат на 50 000 рублей. И ценный приз от администрации муниципального района. Спасибо всем большое за участие. Девочки, участницы следующего конкурса, не все знали, что предки считали длинные густые волосы девушки одним из признаков жизненной силы рода. Девочки просто гордятся своей косой, а зрители ими любуются. 6 и 2. 8, ровно 8. 5. 5 и 2. Якутское лето – время спортивных состязаний. Здесь сначала мальчишки, а потом взрослые мужчины соревнуются в якутской борьбе хапсагай. Здесь важно не только сразить противника, но и сделать это красиво, уважая силу соперника.
спортсменов нашего поселка. Хорошее движение. И золотое колесо. Как дань уважения мужика. Мужики. И внизу на ходаке наш лозунг семейный. Два на... Бережно постоянно ждет. Красивым походом Сафар Стар выиграл и вышел в финал. Выиграл Чермас. Соревнования по национальным видам спорта – одна из кульминационных частей празднования Эсэха. Отдельного внимания заслуживает поднятие и перенос камня. В нашем случае это был камень весом в 95 килограммов. Настоящее испытание для якутских ботеров. Посмотрите, как идет, как несет. Этот участник пронес камень на расстоянии 88 метров 40 сантиметров. Достоин награды. Традиционные национальные соревнования прошли. Это, получается, борьба хапсагай среди детей и взрослых. Абсолютные первенства прошли. Также бег в холодаях среди девушек, и бег среди мужчин, и поднятие камня. Ну, все прошло хорошо, без травм. Ну и радует, что уже в этом году у нас участников много по всем видам. К слову сказать, в селе Терють, что в 135 километрах от Уснеры, на Эсэхе, посвященном 110-й годовщине земляка-поэта Пантелеймона Туласонова, тоже прошли соревнования по национальным видам спорта. И не только среди мужчин, но и среди женщин. В этом году среди спортивных состязаний мы установили два основных. Это многоборье среди мужчин, Эмекайн Батора. По-моему, такого названия еще не было у нас в Улусе. И Кучера Майя в память Атласовой Марии Андреевны. Откуда мы узнали о ней? Здесь работала Оконешникова Зоя Петровна, краевед, и она, узнав историю, сказала: давайте мы проведем для женщин многоборье. Это было в первый раз у нас в нашем наследии в 2015 году. Потом мы еще один раз проводили, и сегодня, в этот день, в Улусном Эсэхе, это проводится в третий раз. Но здесь главными спонсорами стали все родные Марии Андреевны. У них 5 этапов. Бег, перетягивание палки, прыжки, стрельба из лука и поднятие камня. Легенда о этой женщине именно слагается таким образом, что это была очень сильная женщина. Она поднимала очень тяжелый камень, и она очень хорошо стреляла. Она была очень такая физически сильная и спортивная женщина, и поэтому в честь нее вот сегодня уникальное, необычное многоборье среди женщин. Бардак. Сильцева Матрена. Опа! Раз, два, три. В таких небольших наслегах, как Терють, к празднику готовятся всем селом и празднуют всем селом. Зрители первого ряда
уважаемые всеми ветераны, долгожители, приехавшие на праздник самые желанные гости. Очень отрадно, что у нас так сложилось в этом году год культуры в Республике Саха-Якутия, год единства народов России, год культуры и традиций в Амиконском области, и наш юбилей Дома культуры, и 110 лет поэту. Поэтому подошли к этому, скажем так, немножко щепетильно, в порядке разработки положений. Мы решили остановиться на 3 сборниках. Это «Кымысырета», который написал поэт, «Көгөрбүт Нюргугун» и «Мин ырым Ологохогуяр». Вот этими названиями у нас проходят 3 творческих конкурса. И самый главный из них – это конкурс песен и стихов «Мин ырым Ологохогуяр». Мы гордимся тем, что у нас в Тары-Нурязском наследии, откуда и происходит наш тюрюцкий наслед, да, родились 3 великих сына. Это купец-меценат Николай Осипович Кривошапкин, герой социалистического труда Герасим Афанасьевич Кривошапкин и, конечно же, наш поэт-лирик Пантелеймон Яковлевич Туласынов, которого мы не забываем, стараемся пропагандировать его и стихи, и песни. И его именем именуется наш Дом культуры. Это имя присвоено было в 2016 году. Приехало много гостей с города Якутска, с других районов республики, с других населенных пунктов Амиконского района. И много жителей села. В принципе, все довольны. Там сейчас провели театрализованную постановку. Потом сейчас скоро ожидается праздничный обед. После этого уже будут проводиться творческие конкурсы и спортивные соревнования. Из ближних мест, из дальних краев гости. Пусть изобилие, счастье во всем станет уделом твоим на 8 веков, на 9 веков. Да усилится твой отцовский род, да умножится твой материнский род. Слава и счастье, мир и любовь, слава и сила, жизнь и добро. И начинается Асолохой великий круговой хоровод. Двигаясь по ходу солнца, люди повторяют вслед за запевалой импровизированные песни пожелания. Танец символизирует замкнутый круг жизни, дружбы и единения. В этот день никто не чувствует себя одиноким, потому что Эсэх – это праздник, где прошлое встречается с будущим, а земное сливается с небесным. И хотя все мы разные, говорим на разных языках, поем разные песни, мы одинаково любим землю, на которой живем. А когда мы поем и танцуем, разный язык общения нам не помеха. Ведь тогда мы говорим на одном языке, на языке дружбы и единения.